Тем временем некоторые поликлиники Коми временно приостановили вакцинацию. Причина – нехватка вакцины. Так, в распоряжении медиков осталось всего 10 тысяч доз. Об этом в видеообращении рассказал глава республики. Владимир Уйба отметил, накануне в регион поступило еще 2100 доз. Однако пока это капля в море. Вакцина тут же была распределена по городам и районам региона. Действительно, сегодня есть в очень многих муниципалитетах дефицит по тому количеству обращений. Обращения возросли в разы на желающих привиться, и на этом фоне действительно мы испытываем дефицит в вакцине. До конца этой недели мы еще получим 7200 доз, и в последующие 10 дней еще дополнительно мы стоим в разнарядке на получение 6000. Но этого мало, потому что мы сегодня в день прививаем где-то до 3000 человек. Соответственно, я обратился к Татьяне Алексеевне Голиковой, заместителю председателя правительства, и министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко с тем, чтобы нам дополнительно выделили в ближайшее время не менее 70 тысяч доз, что позволит нам достаточно спокойно отрабатывать месяц. В своем обращении к жителям Коми Владимир Уйба также развеял некоторые мифы. Один из основных – на самом деле никакого вируса нет. Впрочем, об обратном говорят цифры по заболевшим. Так, в Коми развернуто уже 2220 ковидных коек. Месяц назад их было всего 450. При этом 1700 из них уже заняты. В резерве останется лишь 20% свободных мест в больницах республики. Если бы это миф, то откуда столько пациентов, причем понятно, что если это госпитализация, то это значит либо тяжелый, либо крайне тяжелый, ну и среднетяжелых мы сейчас все-таки стараемся лечить на дому. Если уже не получается ведение на дому, тогда госпитализируем в стационар. Ну и, к сожалению, все-таки у нас растет смертность, летальность от ковида, и мы сегодня уже перешли 1000 умерших от ковида. Еще один миф, который активно муссируется массами. Якобы все заболевшие – это привитые люди. Но и здесь статистика упряма. Из 136 тысяч привившихся заболели всего 212 человек. Это всего 0,2% от общего числа. Да и те в основном переносят вирус намного легче. Сегодня в стационарах 99,9% пациентов – это непривитые люди. Опасаются некоторые жители Коми того, что прививка переносится тяжело. Однако это не так. Небольшой подъем температуры и болезненность вместе укола действительно возможны в первые сутки. Но такая реакция бывает на абсолютно любые прививки. Это нормально. Индийские и британские штаммы очень тяжелые, без коллективного иммунитета. И если мы продолжим болеть такими темпами, нам просто не хватит коек. Вот почему важно остановить рост. Сделать прививку Владимир Уйба призвал жителей Коми обязательно записаться на вакцинацию. А со своей стороны власти сделают все для того, чтобы обеспечить всех вакциной.